Рабочие профессии в Казахстане сейчас действительно набирают популярность. Об этом рассказала первый вице-министр просвещения страны Наталья Жумадельдаева. Государство создает все условия, чтобы привлечь молодежь получать технические специальности, обновляет программы и оснащение вузов. Вице-министр также рассказала, как будут реализовывать другие поручения президента, озвученные в послании, в том числе и о методике подушевого финансирования в детских садах. Наталья Васильевна, в первую очередь я поздравляю вас с праздником. Насыщенное начало учебного года и 1 сентября, и сразу же послание главы государства. Президент и обратил внимание и на дошкольное образование, и школьное образование, и вузы. И наше образование – это главный капитал, да, который мы должны сейчас вкладывать. И вот он сказал, что следующий, 2025 год, будет годом рабочих профессий. Как известно, молодежь, в общем-то, не стремится сейчас поступать. Или вы, наверное, больше знаете, да, на технические специальности? Вы знаете, вот как раз-то сейчас пошел уже и другой тренд. У нас есть достаточно технических профессиональных организаций, которые пользуются очень высокими рейтингами, и там готовятся достаточно высокие квалифицированные специалисты среднего звена, которые востребованы на рынке. И есть такие колледжи, где 100% трудоустройство выпускников именно благодаря тому, что там обновлены программы, там хорошая материально-техническая база. Наверняка этот колледж при производстве? Не всегда. Мы все сегодня понимаем, что да, инженер может сделать конструкцию здания, но здание построит только специалист среднего звена и рабочий. И таким образом высококвалифицированный рабочий, он становится фундаментом экономики. Мы это тоже прекрасно понимаем. Поэтому уже, безусловно, глава государства поставил перед нами высокие задачи. Стоит задача вообще полностью трансформировать систему технического и профессионального образования. Работы уже мы полностью провели инвентаризацию всех наших 772 колледжей. Мы посмотрели, как ведется набор, каким образом набор студентов реагирует на изменения рынка труда в регионе. Потому что размещение госзаказа – это компетенция местного исполнительного органа, но при этом мы полностью провели такую инвентаризацию. Мы посмотрели, по каким специальностям у нас есть диспропорция, то есть местный исполнительный орган размещает госзаказ на невостребованные уже профессии. При этом мы совместно с Министерством науки и высшего образования сегодня ведется большой проектный офис по реализации атласа профессий, где регионально определяется... Кстати, вот эти колледжи, они в вашем видении или в нашем? Я также хотела обратить внимание, что глава государства говорил о солидарной ответственности. Здесь предполагается, что мы, начиная с дошколы, формируем качественный человеческий капитал для страны. И именно не только ранний вход в систему образования, но и в качественную систему образования – это очень важно. На сегодняшний день государство оказывает большую поддержку в развитии дошкольного образования. И у нас функционирует более 11 тысяч организаций образования, при этом уже более 60% это у нас частный сектор, который также вовлечен в социальный проект, как охват дошкольным обучением. Вместе с тем разные были подходы по финансированию. На сегодняшний день это подушевое финансирование, полностью модель разработана, и деньги идут за ребенком в организацию образования. При этом, независимо от формы собственности, подушевой норматив, он равный как для государственных, так и для частных. Отличается только городская и сельская местность, есть у нас регионы экологического бедствия, а также у нас есть дети, которые с инвалидностью. Сколько сейчас выплачивается? На сегодняшний день это варьируется от 52 до 56 тысяч на одного ребенка. Поэтому родитель, когда ваучер к нему поступит, он уже имеет право из большого спектра организации образования выбрать именно ту, которая
дает качественные услуги, которая создала хорошую пространственную Так называемый образовательную естественный среду. отбор. Да. Те, кто хуже, они сами будут там закрываться или наоборот подтягиваться. Или наоборот, это будет Да, стимул для стимул. того, чтобы организация довела свой уровень и престиж в глазах потребителей ее услуг до того уровня, который необходим по всем нашим требованиям. А когда начнет действовать эта ваучерная система? Ваучерная система, она у нас уже на сегодняшний день пилотируется. Мы сейчас ее пилотируем в 3 регионах. Это город Тарас, это город Шымкент и город Туркестан. Мы видим, что в первую очередь это действительно требует солидарной ответственности родителей. То есть родители теперь должны четко проследить правильность ведения табеля. Потому что то есть у это нас документация. да. Родители отчитываются также перед государством Нет, за родитель не отчитывается, но ведется учет посещения ребенка дошкольной организации. И ведется электронный табель, и родитель в конце месяца в обязательном порядке должен согласовать с дошкольной организацией, действительно ли 24 дня без единого пропуска посещал ребенок дошкольную организацию. И здесь же мы говорим о том, что таким образом наши деньги становятся прозрачными. Да. Мы говорим о том, что мы уже во время пилотирования убедились в том, что это не только эффективность с точки зрения процессов бизнеса, но это эффективность с точки зрения и рационального расходования бюджетных средств. Спасибо и удачи желаю вам в этом и других вопросах. Спасибо Спасибо. большое. Спасибо Спасибо. за интервью.